Владислав Арзенбеихьыӡ зху ахьӡ-аԥша амузеи аҟны иаатит Донбасс алаӷырӡ ҳәахьӡыс изауз ацәыргақәҵа. Уи иаҭааит Аԥсны Ахадара, аҳәынҭқарратә усбарҭақәа, ауаажәларратә еиҿкаарақәа. Владислав Арзенбеихььыӡ зху ахьӡ-аԥша амузеи Москватәи аиааира амузеи русеицура инамаданы ари аусмҩаԥгатә аиҿкаара алыршахит. Аекспозициа шьақәгылоуп жәаха фотосахьа урҭ ирызку ахҳәаақәа изну астендқәа рыла. Урыстәыла акырџьара, акыр қалақьқәа рҿы имҩаԥысуеит ари ацәыргақәҵа. Иахьатәи аамҭазы даара иактуалтәуп ари атема, избан акәзар ҳара ҳазҭагылоу аибашьра аамҭа даара ауадаҩрақәа ацуп, ҳзыцәшәаша цәырҵрақәа ыҟоуп. Абри инамаданы ҿар иаҳарак ирдырырц азыҳәан иҟоу шыҟоу ҳахькылнагаша абарҭ рымаҳдарц азыҳәан абри ацәыргақәҵа амҩаԥгара ҳадаҳкылеит. Астендқәа шәагаала имаҷуп, аха дара рыҩнуҵҟатәи ирыдыркыло даара акраҵанакуеит. Донецктәи ареспубликатәи атәыла ҿацәҭҵааратә музеи афондқәа рҟны иҟаз аматериалқәа роуп. Ҳаҵагылоу аҿар ирдыруазароуп аибашьра шҽеим, ахылҿиаақәа даара ишыцәгьоу, ауаҩытәыҩса инибарцәара уи хра шамам. Ауаҩытәыҩса зегь реиҳа ибеиоу малуп аԥсҭазаараҿы, аҳәынҭқаррақәа зегь рзы. Ауаҩытәыҩса даныҟамла иарбан тәылоу, иарбан ҳәынҭқарра усҟан иҟало. Асовет еидгыла аилаҳара иахылҿиааз атәылақәа рыбжьара аиҿагыларақәа, аилаҩынтрақәа ирызку аҭоурыхтә хҭысқәа ирзааҭгылеит аусмҩаԥгатә аҟны. В конце 90-х годов, когда начался распад большого государства, мы здесь в Абхазии прекрасно понимали, с чем мы столкнемся. Потому что был опыт исторический после распада Российской империи, когда Абхазия и Южная Осетия столкнулись с агрессией со стороны Грузии. Кровопролитная война была, внесшая в жизни многих людей. Поэтому очевидно было, к чему приведет распад большой страны. Мы очень активно участвовали тогда в национально-освободительное движение Айдглара. Какое-то переустройство Союза, его системы происходило. Зура Бачба, заместитель председателя Айдглара, и Вахтанг Кецба, кандидат юридических наук, они участвовали в Огаревском процессе. Но распад Советского Союза произошел вопреки законам, которые существовали в то время. В 90-м году был референдум мартовский, так называемый, за сохранение СССР. И в каких условиях здесь мы боролись за то, чтобы большая часть населения проголосовала за сохранение СССР. Это в то время, когда большинство населения в Абхазии было грузинским, мы смогли сделать так, чтобы 51% проголосовали за сохранение СССР. Но не считая со всем этим, развалили страну и потопили ее в крови. Вот с тех пор Южная Осетия, Абхазия, Карабах, Сумгаит, сейчас с 2014 года вот эти события происходят в Луганской и Донецкой областях. Мы, как никто, конечно, понимаем ту боль, те страдания, которые испытывают народы братских республик. Все это закончится победой над нацистами. Аԥсны иҟоу Урыстәыла ацҳаражәҳәаҩ Михаил Шургалин иажәахә аҟны ҷыдала инацшьны иазгәеиҭеит Аԥсны Урыстәыла хырхарҭала, ган рацәала адгылара ӷәӷәа шыҟанаҵо, уи атәылақәа рҩызаратә еизыҟазаашьақәа шарӷәӷәо. Говоря о тематике экспозиции, хотел бы отметить ее актуальность, поскольку именно сейчас идет активная фаза специальной военной операции. И представленные на выставке факты карательных акций вооруженных формирований Украины, тем более против мирного населения Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, а также тех областей Украины, которые сейчас освобождены от нацистов, призваны показать реальное лицо киевского режима,
и фотографии обличают современных нацистов, их бесчеловечное отношение к своим гражданам. А пользуясь случаем, как посол Российской Федерации в Республике Абхазия, хотел бы выразить признательность абхазской стороне, как в лице президента Абхазии Аслана Георгиевича Бжания, так и всех граждан республики, за твердую поддержку принятых Россией решений и в первую очередь о признании независимости Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики и установлении с ними дипломатических отношений. Мы особенно ценим, что в специальной военной операции, проходящей сейчас на территории Украины, принимают участие наши абхазские братья и абхазские патриоты. Ацәыргақәҵа мҩаԥысуеит Урыстәыла ацҳаражәҳәареи Россотрудничество Усбарҭи Аԥсны акультура министрреи рыцхыраарала. Я рад, что Россотрудничество смогло, по крайней мере, хоть небольшими силами, но оказать содействие в организации данной выставки, потому что мы считаем, что это очень важно, чтобы люди помнили и люди знали о тех жертвах, о тех трагедиях, которые сейчас проходят и в Луганске, и в Донецке. И это особенно важно у нас для молодого поколения, чтобы оно не забывало или, по крайней мере, помнило о том, к чему может привести война. В 2008 году я занимался вопросами как раз приема беженцев в Робском ущелье. И очень тяжело и очень было больно видеть и смотреть в глаза женщин, потому что в основном шли, конечно, женщины и дети из Южной Осетии. И было очень больно видеть и слышать рассказы о том, что происходило тогда и в каком состоянии потом, когда уже мы были в Цхинвале, видеть вот эти вот разбитые дома, разбитые участки. И мне кажется, что я тогда еще подумал по поводу того, что такого в принципе быть не может, особенно в Советском Союзе, в бывшем Советском Союзе. Но когда ты все это увидел, ты понимаешь, что, оказывается, мир настолько хрупкий. И мне кажется, что вот выставки подобного рода, они должны показать, и они должны еще раз убедить о том, что нужно все-таки отстаивать этот мир. Аекспозиция аартракны иазгәаҭан Аԥсны ахьӡала иалшоз егь шыҟанаҵо арыцҳара иҭагылоу ауаа адгылара рыҭаразы. Лассы-лассы уахь агуманитартә цхыраара нарышьҭуеит. Уи адагьы Аԥсны ахаҭарнакцәа аибашьра амцашыра иалагылоуп. Кто-то скажет, вот Абхазия там должна расшевелиться. Я слышал такие разговоры. Помочь там и так далее. Больше. У нас всего 200 тысяч населения. Но сколько мы могли, мы делаем это с 2014 года. Даор Вадимович знает эти моменты. Открывалась акция такая «Абхазия, помоги Донбассу». Она существует по сегодняшний день. Значит, у нас два штаба. Один штаб в Казачестве Республики Абхазия, другой в фонде батальона «Горец». Помощь везется постоянно. Донбасс алаӷырӡқәа ацәыргақәҵа аус аулоит мызкы иҭагӡаны. Астандо Ҭарԥҳа, Саида Гәхаа, Абаза ТВ.